Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Широкино под огнем. ОБСЕ фиксирует максимальную интенсивность обстрелов с февраля. В США, в Балтиморе в связи с массовыми беспорядками введено чрезвычайное положение. И фабрика кремлевских троллей на круглосуточном информационном фронте. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина. Чем больше проходит времени с момента подписания мирных договоренностей, тем меньше они соблюдаются. Под Мариуполем рвутся мины. Интенсивность обстрелов в селе Широкино миссия ОБСЕ в своем отчете оценивает как максимальную с февраля, с начала боев. При этом наблюдатели фиксируют выстрелы с обеих сторон. Нарушение режима прекращения огня и вокруг Донецкого аэропорта, причем на значительной территории. Что же касается самого Донецка, в городе, который не контролируется сейчас украинскими властями, процветают коррупция и рэкет. Об этом рассказывает наш коллега, донецкий журналист, работающий сейчас в Киеве, Алексей Мацука. Если вы не делитесь с людьми, которые контролируют ваш участок, да, это разные группировки, это разные названия и так далее, то вы попадаете в черный список какой-нибудь, и вас там сами боевики начинают прессовать. То есть сегодня понятных правил действий, правил на территории Донецка нет, и я думаю, в ближайшее пока время их не будет, потому что это очень выгодная модель для заработка тех людей, которые себя называют министрами, замминистрами, депутатами и прочее, прочее. В своем интервью Алексей Мацука, сам ставший вынужденным переселенцем, рассказал о тех украинцах, мирных жителях, оставшихся на территории непризнанных республик. Некоторые, разочарованные отсутствием внимания к ним со стороны Киева, говорит Алексей, начинают думать, что им стоит быть сепаратистами. Что сегодня может сделать правительство? В первую очередь открыть зеленый коридор для всех желающих, кто хочет покинуть областной центр. И чтобы этот коридор не вел в никуда, а чтобы он вел в конкретные целевые точки назначения. Не в какие-то ангары и сараи, а чтобы эти коридоры вели хотя бы к каким-то двухэтажным, трехэтажным домам, многоквартирным, где люди могли бы первое время в социальное жилье как-то адаптироваться. К сожалению, мы столкнулись с этой проблемой. Одни беженцы с Донбасса едут на запад в Украину, другие, спасаясь от выстрелов, выбирают Россию. Как живется этим людям на чужой земле? Одна история одной семьи. Из Томска. Моя коллега Мелани Бачина. У нас тут после праздника много осталось чего. Много чего по Димкиным меркам – это пара пирожных и кусочек торта. Вчера они семейным кругом отмечали день рождения Сони. Ей исполнилось 3 года. На подарки денег у родителей нет, решили порадовать детвору сладким. Хотя мама признается, дети сладкое не очень любят. У меня дети раньше хлеб, но они его как-то так, изредка там. Сейчас для нас хлеб – это такое счастье. Семья Денисенко приехала в Томск осенью. Получила распределение в село Нащеково Шигарского района. Зимой было очень тяжело. Маленькая квартира, нет горячей воды. Первое время голодали. Помогали добрые люди. Потом отец семейства нашел работу на стройке. Но сейчас лишился и ее. С самого начала жизнь у Денисенко в России не заладилась. Еще зимой Ольга рассказывала, что они сталкиваются с косыми взглядами и осуждением. А сейчас стало еще труднее. Муж вообще каждый день там слышит за спиной и маты, и бандеры, что вы сюда приехали, валите отсюда. Сколько семья Денисенко живет в России, столько и нуждается. Ольга честно признается, жить впроголодь, постоянно без денег, только за счет помощи добрых людей, они устали и хотят вернуться домой. Вам не страшно возвращаться домой? Честно? Как сказать страшно? Да, наверное, уже нет. У нас там чуть-чуть потише стало, но у нас такие люди, нас ждут там. У меня мама с папой там. Вот. Там все свое родное, легче. Я уже не боюсь, потому что, какая разница, где погибать? Одна проблема – ехать домой семье не на что. Сначала дорогу до Ростова соцслужбы обещали помочь оплатить. Теперь, говорят, такой возможности нет. Семья Денисенко очень хочет вернуться назад на родину, но пока не знает, как это сделать. Когда они уезжали с Донбасса, продали все ценные вещи, какие у них были. Здесь, чтобы уехать, продавать им просто нечего. Мелани Бачина, Томск.
История с байкерами прокремлевского клуба «Ночные волки» получает продолжение. Накануне, напомню, польские пограничники не пустили мотоциклистов в страну, тем самым прервав мотопробег Москва-Берлин, организованный ко Дню Победы. Байкеры вернулись в белорусский Брест. И вот узнав о том, что тур прекратился, фактически не успев начаться, лидер клуба Александр Залдостанов, более известный как «Хирург», из Москвы выехал в Брест. Изначально он не планировал участвовать в пробеге. Присоединившись к коллегам, «Хирург» дал пресс-конференцию, по окончании которой пытался сформулировать свою позицию в ответе на вопрос нашего корреспондента. Те, кто затевают эту русофобию затевают, затевают все этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Я не говорю, не адресую это конкретным людям. Более того, я благодарен польскому народу за поддержку. Я только что об этом сейчас сказал. А что вы имеете в виду? Чем это может кончиться? Эти игры. Слушайте, давайте меня не провоцируйте. Я на этим вопросом сам ответил на этот вопрос, с чем все это может кончиться. Вот эта вся продолжающаяся эта истерия, которая, знаете, иногда трусоватый человек, который трусоватый, знаешь, или крыса, которая загнана в угол, она может кинуться и укусить. А трус может иногда с перепугу выстрелить. Понимаете, я вот это имею в виду. Время передавать слово в Вашингтон. О чем сегодня говорят по ту сторону океана. Все темы так или иначе связаны с Украиной. Президент Петр Порошенко называет свою страну одним из самых многообещающих мест в мире для инвестиций. Наташа. Да, Сергей, это было сказано сегодня на конференции в поддержку Украины в Киеве, где международное сообщество также пообещало содействовать проведению реформ в стране. Президент Петр Порошенко призвал инвесторов не преувеличивать риски ведения бизнеса в Украине. Вице-президент США Джозеф Байден в видеообращении к участникам конференции заявил, что Вашингтон планирует предоставить Киеву кредитные гарантии в размере $2 миллиардов. Российская агрессия также создала огромную гуманитарную трагедию. Около 2 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. 1 200 000 стали вынужденными переселенцами и расселились на всей территории страны. Мы призываем мировое сообщество разделить с Украиной эту ношу. 2 дня назад мы объявили, что окажем дополнительную гуманитарную помощь на $18 миллионов, что доведет общий объем гуманитарной помощи с начала конфликта до 43 миллионов. В общей сложности с начала этого кризиса мы предоставили порядка $450 миллионов помощи. И это помимо гарантий в 1 миллиард на займ в прошлом году. Еще 1 миллиард, о котором будет достигнута окончательная договоренность в ближайшие дни. И еще 1 миллиард в конце года, в том случае, если Украина продолжит путь реформ. Вчера Байден встретился в Белом доме с мэром Киева Виталием Кличко. Стороны обсудили конфликт между Россией и Украиной и необходимость реформ. Госдепартамент, между тем, выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в селе Широкино. Представитель ведомства Джефф Ратке заявил также, что Россия вновь наращивает военное присутствие вдоль границы с Украиной. У меня нет новых заявлений по санкциям, однако хотел бы отметить, что отмена существующих санкций увязана с выполнением Минских соглашений, и санкции не будут сняты до тех пор, пока Россия и сепаратисты не начнут выполнять Минские обязательства. США. В Балтиморе, штат Мэриленд, объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Эти меры приняты в связи с массовыми беспорядками с применением насилия, которые начались в городе вчера после похорон 25-летнего Фредди Грея. Грей, чернокожий мужчина, умер от травмы, полученной после ареста ранее в этом месяце. Подробности у Алексея Березина. В Балтиморе, который находится примерно в часе езды от Вашингтона, в штате Мэриленд, объявлено чрезвычайное положение, приведена в готовность Национальная гвардия и действует комендантский час. На такие меры местные власти пошли в результате массовых беспорядков, которые в понедельник разразились на улицах города. Накануне в Балтиморе прошли похороны Фредди Грея, чья смерть вызвала новые протесты по поводу отношения полицейских к чернокожему населению США. На улице Балтимора вышли сотни молодых людей, которые поджигали машины, грабили магазины и наносили другой материальный ущерб. При приближении спецподразделений полиции демонстранты забрасывали их камнями, кирпичами, стеклянными бутылками и другими предметами. Капитан полиции Эрик Ковальчук сообщил, что в ходе столкновений 15 офицеров получили травмы.
Это группа людей, творящих беззаконие, без оглядки на безопасность других, живущих в этом районе, на безопасность нашей полиции, которая находится здесь, чтобы обеспечить спокойную жизнь и работу людей на этой территории. Грей получил серьезные травмы спины во время ареста 12 апреля. Власти утверждают, что он не был должным образом зафиксирован, пока его тащили в полицейский микроавтобус. 6 полицейских Балтимора отправлены в оплачиваемый отпуск до проведения расследования случившегося. Родные Грея призвали к прекращению насилия. Их адвокат Уильям Мерфи, выступая на похоронах, призвал офицеров, причастных к обстоятельствам смерти Грея, дать подробные разъяснения случившегося. Требования справедливости звучали на ежедневных демонстрациях, которые в своей массе до понедельника носили мирный характер. Хотя насилие пока не затронуло центр города, бейсбольный матч с участием команды Baltimore Orioles был отложен по соображениям безопасности, как и все школьные экскурсии в городе. В Непале оплакивают погибших в результате мощного землетрясения и повторных сейсмических толчков. Уцелевшие жители жалуются на нехватку питьевой воды и отсутствие адекватной помощи. Ряд стран продолжает эвакуацию своих граждан из Непала. Google и Facebook запустили сервисы, которые позволяют людям в зоне бедствия проинформировать своих близких и друзей, что с ними все в порядке. Весь день в понедельник в Непале проводится кремация тел погибших в землетрясении. Это делается для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Количество погибших постоянно растет. По данным на утро вторника, в результате субботнего землетрясения погибли порядка 4,5 тысяч человек. Это самое страшное бедствие за последние 80 лет на Гималаях. Разрушение и боязнь повторных толчков заставило многих покинуть столицу Непала, Катманду. Те же, кто остается, боятся спать в уцелевших домах и разбивают палаточные городки прямо на улице. Многим просто негде больше спать. Помощь со всего мира начала поступать в Непал практически сразу после удара стихии. Соединенные Штаты выделили Непалу $1 миллион и направили поисковое спецподразделение. 56 спасателей вылетели в Непал на следующий день после трагедии. Индия отправила в Непал вертолеты, медикаменты и личный состав, тоже спасателей. В понедельник в Катманду прибыли спасатели из Китая. Однако спасатели не всегда могут добраться до тех мест, где могут оставаться люди, особенно в удаленных от Катманду районах, там, где прошли оползни. Эксперты опасаются, что количество жертв серьезно увеличится, как только спасателям удастся проникнуть в труднодоступные районы. Другие темы. В 25 километрах от Минска посреди соснового леса на 8 тысячах гектаров строится белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Подробности у коллег в Праге. Да, фактически, Наташа, под белорусской столицей строится настоящий китайский город. На его территории планируется разместить производство, жилье, офисные и торгово-развлекательные комплексы. Выбор места обусловлен близостью к аэропорту, железной дороге и автомобильной магистрали Берлин-Москва. Фактически под Минском возникает целый китайский анклав с населением в 200 тысяч человек. Проект насколько амбициозный, настолько же и спорный. Станет ли этот великий камень камнем преткновения между Беларусью и Китаем? Материал наших коллег. Дадим начало строительству и индустриальному парку. Старт строительства был дан летом прошлого года в присутствии тогдашнего премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича и представителей ведущих китайских компаний. Деревня Быкачина граничит с парком. Коренной житель Николай Герасимчик показывает, где заканчивается его усадьба и начинается индустриальная зона. Это уже, сказали, уже китайцы заберут. Но моя вот усадьба кончается. Ну что мне, какая мне радость, когда здесь вот будет. Сейчас начнут сваи молотить, так же? Каждую минуту, каждую секунду. Ну и что-то за радость. Просто сбежим отсюда. Светлана Королева собирает подписи под петицией к местным властям с просьбой встретиться и разъяснить, что происходит вокруг их деревни. Вот генплан вроде бы есть, у нас были общественные слушания, но что, зачем, что там поменялось, как они строят, мы вообще не очень понимаем. Какая водосточка, какая канализация, что тут будет делать территория нашей деревни. Если вы видели МАЗы, не МАЗы, я не знаю, они, конечно, нам разбили, уничтожили всю дорогу. Ну вот куда он едет? Ну и, конечно, они уничтожают весь лес. Соседка Светланы, Людмила, возмущена постоянными перебоями с электричеством в деревне. К нашему щитку вот подключаются светом. У нас перегорают холодильники, телевизоры. Вот у меня перегорел холодильник. Кому мне, пожалуй, у нас напряги не хватает. А еще они подключаются. Вы представляете, что это такое?
Экономист Леонид Заика скептически смотрит на проект и его последствия для белорусов. Это эксперимент достаточно тяжелый, и китайцы нигде не ассимилируются. Последствия социальные будут совершенно простые. То есть начнется где-то изменение демографической ситуации, и достаточно сложно будет для самих белорусов понять, что с ними происходит. И надо сказать, что вот в интересах китайской номенклатуры сюда будут присылать своих детей, родственников и прочее, прочее. Им нравится Европа. В Китае им делать нечего. Деревня, которая, по словам президента Лукашенко, должна стать жемчужиной среди китайского проекта, пока борется с бездорожием, перебоями с электричеством и пытается достучаться до властей. Сталин возвращается. В России изображение вождя народов к 9 мая тиражируют так же широко, как и портреты нынешнего главы государства. Так, например, жительница Тобольска разместила фото Сталина на своем автомобиле, причем вождь машет рукой дворникам. Правозащитники тем временем бьют тревогу, говорят о возрождении сталинизма в стране. Из Екатеринбурга и Тобольска. Екатерина Пономарева. Вот так Сталин вернулся в российскую действительность на заднем стекле иномарки эконом-класса. В 21 веке вождю народов добавили цвета и креатива. Когда работает дворник, Иосиф Виссарионович приветствует участников дорожного движения. И вот что удивительно, впервые спустя полвека ему радостно машут в ответ. Окружающие реагировали с усмешкой, там показывали пальцы вверх, махали даже. ВКонтакте выложила, были положительные комментарии. Оживила диктаторов в этой мастерской эта девушка. В связи с праздником 9 мая я решила сделать Сталина. Потому что он сплотил народ против фашизма, привел к победе. И держал все в тяжелых таких рукавицах. По опросам Левада-центра 52% респондентов оценили роль Сталина в истории как положительную. Пару лет назад партия коммунистов запустила на дороге страны так называемые «старинобусы» – автобусы с изображением вождя на борту, тоже в честь Дня Победы. Вы знаете, конечно, это зловеще, выглядит как какая-то тень прошлого. В Екатеринбургском обществе памяти жертв политических репрессий к Сталину с механической рукой отнеслись со всей серьезностью. Такой политический юмор, говорят, может сыграть со всеми злую шутку. Я бы сказала, что государственная политика, она тоже развернулась в сторону сталинизма. Именно как раз от нормальной сменяемости власти и процедуры выборов и хотят увести. А народ устал. Он уже, честно говоря, измучен. И ему нужны поводы для шовинистической гордости. Еще одним доказательством того, что Сталин возвращается в российскую действительность, стало известие о том, что человек с его портретом в руках возглавит одно из праздничных шествий в честь Дня Победы в Северной Осетии. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Они любят Путина 24 часа в сутки. Уже 3-й год вначале под Петербургом, а позже и в самом городе работает таинственная организация. Официально она называется «Общество с ограниченной ответственностью интернет-исследования». Неофициально, как они говорят сами сотрудники, Министерство правды. Об информационной войне, для которой все средства хороши. Дарья Кудрявцева. В этом здании находится офис секретной конторы, которая никогда не прекращает работу. Ее прозвали «фабрика троллей», потому что здесь сотрудники наполняют социальные сети прокремлевской пропагандой. Сейчас вы видели пересменку, то есть дневная смена кремлеботов вышла, и перед этим туда зашли ночники, так называемые, которые будут с 6 часов утра писать комментарии. Людмила проработала здесь 2 месяца. Как и сотни других молодых людей, ее привлекла хорошая заработная плата. Но в итоге, испытывая чувство отвращения, она уволилась. Подводим к мысли о том, что наша жизнь становится все лучше и лучше. Или если это задание касается, например, Америки, то подводим к мысли о том, что там им очень плохо живется и будет только хуже. Несколько СМИ расследовали деятельность так называемой «фабрики троллей». Этим занялась и «Новая газета», чуть ли не единственное оставшееся в стране независимое средство массовой информации. «Новая газета» опубликовала список ников, сотни имен, под которыми каждый день публикуются тысячи комментариев. 2 главных героя заказных постов – это Владимир Путин и Сергей Шойгу. 2 темы, которые чаще всего встречаются – это создание негативного фона вокруг украинской политики и создание положительного фона, связанное с внешней и внутренней политикой Кремля. Если участие России в боевых действиях на востоке Украины официально не подтверждено,
то война информационная – факт, который подтверждают даже сами прокремлевские политологи. Для того, чтобы политика реализовывалась, такие информационные боты и тролли должны быть. Противники российской власти используют такого рода системы в десятки, если не в сотни раз больше. Мы должны усилить работу такого рода институтов, поскольку современный интернет является вовсе, к сожалению, не сферой свободы, а сферой жесточайших информационных войн. Журналист одного из федеральных каналов не захотел показывать свое лицо и попросил изменить его голос. Но вот как он описывает работу своих коллег. Ложь поставлена на поток, ложь поставлена на настоящее производственное начало. СМИ в той стране, в которой я работаю, в которой я живу, оказались, по большому счету, такими же, как СМИ 30-х годов в Германии. Неизвестно, сколько еще продлится эта информационная война и какие будут в ней потери. Но то, что профессия журналиста из-за таких троллей теряет свое лицо, не вызывает никаких сомнений. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время». Эфир продолжат коллеги из Вашингтона. У российских силовиков новая идея. В стране могут ограничить свободное хождение иностранных валют. Предложение сейчас обсуждают. Наташа, что вам известно? Да, Сергей, при этом российские банки, включая Центральный банк России, выступили с критикой планов ограничить хождение иностранной валюты внутри страны. Эта рекомендация, а также предложение вести торговлю, в том числе энергоресурсами, в рублях, была высказана Советом безопасности России. Ситуацию комментирует по нашей просьбе известный экономист Сергей Алексашенко, в прошлом бывший заместитель министра финансов России, заместитель председателя Центробанка. С ним беседовал Александр Панов. Но мне кажется, что уже там и Кремль даже выступил с заявлением, что это вообще не рекомендация Совета Безопасности, а мнение одной из рабочих групп или даже членов одной из рабочих групп. Поэтому, во-первых, не надо сразу всех пугать и говорить, что прямо сейчас все запретят. Это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что, очевидно, в Кремле всерьез над этим размышляют. Понятно, что пока это не большинство, понятно, что это там группа, видимо, вокруг Сергея Глазьева, но и вспомните, некоторое время назад, буквально совсем недавно, Владимир Путин сообщил, что, оказывается, в декабре он обсуждал с Эльвирой Набиуллиной, председателем Центрального банка, возможность введения валютных ограничений. Это означает, что эта тема звучит, эта тема существует. Да? И поэтому вот сказать, что этого не будет никогда, тоже нельзя. И это самая плохая новость. Но в России вот так исторически получилось за эти 25 лет после развала Советского Союза, наше население как-то вот оно живет в трех валютах одновременно: в рубле, в долларе и в евро. И мне кажется, что если власть захочет всерьез напугать население, то вот нужно первое, что сделать, это запретить использование валютных депозитов. После этого население заберет все деньги из банков вообще, и власти мало не покажется. Если вы хотите что-то запретить в России, то вы, как Кремль, можете это сделать. Да, вот Кремль может там любой закон поменять в течение 24 часов, подписать и утвердить, и ввести любой запрет. А вот заставить другие страны платить в рублях за российские энергоносители Кремль не может. Вот нет такого закона, который может заставить. Да? Конечно, можно сказать, что, знаете, пусть «Газпром» теперь за весь свой газ получает только рубли. Если не рубли, то он пусть не продает. Можно такой закон принять. Но после этого «Газпром» обанкротится, ему нужно будет спасать. Если Совет Безопасности планирует дальнейшие военные операции на Украине, да, или в каких-нибудь других соседних государствах, то, наверное, имеет смысл отказываться от использования доллара и евро, потому что шанс введения новых санкций будет достаточно высок. Поэтому я считаю, что это такое сильно непродуманное заявление группы экономистов, которые пришли и доложили кому-то где-то что-то на Совете Безопасности, людям, которые в этих проблемах не разбираются вообще. Нынешняя неделя стала первой для Соединенных Штатов в роли председателя Арктического совета. Влияние организации, которая в будущем году отметит 20-летие, в последнее время неуклонно растет. На фоне изменений геополитического ландшафта север земного шара может стать центром, где потенциально сходятся и вступают в конфликт интересы сразу нескольких ведущих держав мира. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. До недавнего времени Арктический совет являлся едва ли не образцом международного сотрудничества. На фоне бурных политических событий на всех континентах и относительно благополучного экономического положения западных государств, прежде странам-членам Совета было, что называется, нечего делить. Во многом тишь да гладь на полярных просторах объяснялась небольшим количеством участников Арктического совета. Это обладающие территориями на севере США, Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия. Все они до недавнего времени предпочитали не политизировать Арктику и успешно работали над совместными проектами в областях морской навигации, науки и охраны окружающей среды.
В общих чертах лидерство США будет сосредоточено на 3 взаимосвязанных аспектах. Первый – решение проблем, связанных с изменением климата и его последствиями. Второй – безопасность добычи и охрана природных ресурсов. И третий – улучшение экономики и уровня жизни коренных народов Арктики. Все резко изменилось с момента аннексии Крыма Россией в прошлом году. Канада, ставшая председателем Арктического совета в 2013-м, неоднократно критиковала Москву за действия в Украине. Апрельские мероприятия в Оттаве, посвященные популяризации развития Арктики, власти Канады отменили. Причина в том, что в канадскую столицу собирались приехать российские лица, против которых введены международные санкции. Вдобавок, делегация Канады демонстративно бойкотирует заседание рабочих групп Арктического совета в Москве на этой неделе. Канаду поддержали власти Норвегии. Они высказались против приезда в их страну вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, как одного из лиц, наказанных санкциями. Эти действия привели к дальнейшей эскалации. Россия в ответ усилила патрулирование своих границ с Норвегией. Такое развитие политических трендов приводит и к обострению аспектов экономических. Растущее количество разработок нефтяных и газовых месторождений за полярным кругом может спровоцировать конфликт интересов и возникновение противоречий в территориальных претензиях арктических держав. Возможно, ситуацию сгладит недавнее предоставление статуса постоянных наблюдателей в Арктическом совете еще 6 государствам – Китаю, Индии, Японии, Сингапуру, Южной Корее и Италии. Этот шаг повышает международное значение северного региона и позволит более масштабно решать проблемы экологии, добычи полезных ископаемых, судоходства, морского промысла и туризма. Однако организаторам переговоров на полярном уровне следует помнить золотое правило дипломатии – чем больше сторон участвуют в решении проблемы, тем труднее им договориться. Задачи, стоящие перед новым председателем Арктического совета США, уже не выглядят легко выполнимыми. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В минувшие выходные регата у берегов штата Алабама, в которой принимали участие более 100 парусных судов, попала в сильнейший шторм. 2 человека погибли, 4 пропали без вести. Многих спасли сотрудники береговой охраны. Элитное подразделение, где служат сильнейшие как телом, так и духом. Об их работе в нашем репортаже. Это кадры из известного кинофильма с Кевином Костнером о работе и обучении американских спасателей береговой охраны. В реальности все менее драматично, но с настоящей угрозой для жизни и изнурительными тренировками. В 2012 году во время урагана Сэнди у берегов Северной Каролины потерпело бедствие судно «Баунти». Спасателям удалось поднять на борт вертолета из воды 14 членов экипажа. Это реальная съемка того, что было. Добро пожаловать в тренировочный центр Кэмп Мэй. Вы начинаете самое сложное в своей жизни интервью о приеме на работу. Здесь нет никаких гарантий. Если вы не уложитесь или не превысите каждый норматив нашей программы, вы не станете выпускником тренировочного центра Кэмп Мэй, и вы не заработаете привилегию и право служить в береговой охране. Это понятно? Условия практических тренировок в Центре береговой охраны в Кэмп Мэй в штате Нью-Джерси максимально приближены к реальности. Здесь отрабатываются вертолетные спуски и подъемы, спасение в ночных условиях и спасение паникующих потерпевших, а также, конечно, многое другое. Бассейн даже оборудован вентиляторами, способными развивать ураганную силу ветра более 140 км в час. К работе в экстремальных условиях допускают только самых лучших. Ежегодно 18-недельный курс обучения пытаются пройти от 100 до 150 человек. Еще на самой ранней стадии изнуряющих физических тренировок многие не выдерживают. А с началом практических тренировок в бассейне остается примерно половина. Выпускной экзамен зачастую сдают только 15% кадетов. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас на сайте currenttime.tv, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. И до завтра. Сергей, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.